Под председательством президента Садыры Джапарова сегодня проходит заседание Совета Безопасности. На повестку дня поставлены вопросы обеспечения общественной и эпидемиологической безопасности в период проведения предстоящих парламентских выборов, обеспечение экономической и продовольственной безопасности страны. Кроме того, будет рассмотрена концепция национальной безопасности Кыргызской республики. Бүгін Коопсуздук кеңешинин жыйналышынын күн тартибине 4 маселе коюлган. Биринчи маселе 2021 жылдын 28 ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоонун өткөрүү мезгилинде коомдук жана эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жөнүндө. На заседании будут рассмотрены вопросы обеспечения общественной и эпидемиологической безопасности в период проведения предстоящих парламентских выборов, обеспечение экономической и продовольственной безопасности страны. Что касается продбезопасности, весной, когда я ездил по регионам, я был удивлен, что не идет посев на орошаемых плодородных землях. Я встретился с фермерами и спросил у них, почему так происходит. Почему на орошаемых землях площадью 10 гектаров, 100 гектаров не сеют ничего? Они ответили, что денег нет, техники нет, семян нет, ГСМ нет. Полгода назад я дал счетной палате задание, чтобы те провели ревизию в государственных банках и сделали аудит. Почему до фермеров не доходят льготные кредиты, которые выдаются им правительством? Вчера они закончили аудит этих госбанков. По итогам аудита выяснилось, что только 3% от льготных государственных кредитов выдавались фермерам. Остальные 97% распределялись между бизнесменами, депутатами, министрами и губернаторами, и непосредственно их близкими и родными. Эти кредиты, предназначенные фермерам, они получают под 6% годовых. Эти льготные кредиты на 100% должны выдаваться фермерам. А здесь получилось так, что только чиновники и их родственники их получают. Кредиты выдаются от 1 года до 3 лет. Поэтому и нет посева, нет урожая. Из этой проблемы вытекает другая проблема по продовольственной безопасности.